Этот год был насыщен юбилейными датами, связанными с жизнью и творчеством выдающихся татарских деятелей. Это был год 200-летия великого ученого-богослова Шагабуддина Маржани, 140-летия со дня рождения писателя, деятеля татарского национального движения Гаяза Исхаки. Между тем, как-то незаметно для общественности прошли еще две памятные даты. 240 лет назад была издана первая татарская азбука, составленная Сагитом Хальфиным, педагогом-просветителем. Она называлась «Азбука татарского языка» с обстоятельным описанием букв и складов. Кстати, в этом же году исполняется 130 лет со дня рождения одного из авторов первого иллюстрированного букваря на яналифе «Безнен Алиф» Суфии Тагировой. Это наше наследие и это наша история. Что же происходит с национальной литературой сегодня? Я понимаю, что современные дети в большинстве своем не читают. Признаемся, не только татарскую литературу, но и русскую. Да просто не хотят читать порой ничего длиннее постов в Инстаграм. Как увлечь чтением современное поколение? И нужно ли это делать? Какими должны быть форматы в век цифровых технологий, чтобы сохранить интерес к национальной литературе? Репортаж Эльзиры Юзаевой. То, что эти книги являются детской литературой, так сразу и не поймешь. На одной из них стихи на татарском языке, на другой – народные сказки для детей. Других, характерных для современных детских изданий признаков у этих книг нет. Тонкая бумага, мелкий шрифт и ни одной иллюстрации, ни одной даже самой неприметной картинки на страницах. По словам мамы троих детей и педагога по профессии Миляуши Касимовой, детские книги на татарском языке зачастую проигрывают зарубежной и русской литературе. Не по содержанию, а по оформлению. Чем ярче и красочнее картинки, тем выше у детей интерес. И подпитывать этот интерес к национальной литературе такого качества от родителей требует большого усердия. Менә рус китапларын алып карасак, кичкенә генә балага анда ничек кинә ясамыйлар, нинди генә формадагы күз куйганы да бар, аның стили торганы да бар, аның чүпрәктән ясаганы да бар, аның төрле формаларда ясыйлар. Аларда кызыксындыру тагында артыграк дип әйтәсем килә. Они не должны быть однообразные, да. Вот эту книгу можно посмотреть, да, и вот эту книгу. Вот сравните, что вам нравится больше. Оформление. Само оформление у нас страдает, да. Заведующая детской редакцией татарского книжного издательства Айсылу Галиева слышит много нареканий, и со многими из них отчасти согласна. За последние годы татарская книга заметно преобразилась. Детскую литературу именно с яркой иллюстрацией стали выпускать значительно больше. Но любое качественное преобразование увеличивает стоимость конечного продукта. Если в книжке появляются дополнительные опции, к примеру, в виде диска, это еще добавляет к ее стоимости в среднем 100 рублей. Безнең укучыларыбыз алар барыбер балалар китаплары өчен, татар китаплары өчен күп акча чыгарып салырга күнекмәгән. Әгәр кыйммәт була икән, алар аны алмыйлар гына. Ой, кыйбат диләр дә, карыйлар да китәләр. Самая минимальная цена за одну детскую книгу составляет всего 10 рублей. Это товар, который уже залежался на полках, потому и выставляет его практически за бесценок. Средняя же цена детской книжки на татарском языке варьируется от 40 до 60 рублей. Правда, есть и дорогие экземпляры, цена которых доходит и до 700 рублей. Все зависит от качества материала, от того, сколько денег затрачено на одну единицу. Все книги в этом специализированном татарском книжном магазине продаются исключительно по себестоимости. И для современной книготорговли это вообще нонсенс. По словам издателей, сегодня татарская книга – социально значимый товар, потому что спрос на национальную литературу отнюдь невелик. Берничә дистә мең тираж булсын өчен, безнең берничә дистә мең укучыбыз булырга тиеш. Һәм безнең 1-2 мең булса да 4 мең яки анда татар мәктәбе булырга тиеш. Ә безнең андай саннар юк. Безнең Казанда бер татар мәктәбе бетте. Районнарда шулай ук татар мәктәпләре әкренләп бетеп килә. Шуңа күрә уннарча мең, йөзләрчә мең тиражлар турында сүз алып барырга мөмкин дә түгел. Один из современных детских авторов Рыкаил Зайдулла вспоминает времена, когда его произведения выходили в свет с тиражом в десятки тысяч. И все книги разбирались еще, как говорится, горячими. В прошлом году тираж его последней изданной книги с детскими стихами составил всего 3000 экземпляров. И то эта книга продается с трудом. Не потому что дорого, не потому что некрасивая, не потому что неинтересная, а потому что ненужная.
Ракаил Зайдулла признается, что для любого писателя нет больше трагедии, чем жить, осознавая тщетность своей профессии. Ол вакытта битинада телевизорда булса да 2 канал иде, интернетта yok, бүтән нәрсәдә yok. Кеше барыбер китапка ныграк омтыла. Хәзер ниндидер яңа юлларын эзләргә кирәк. Мин аны төгәл генә үзем дә җавап бирә алмыйм бу сорауга. Согласитесь, что сегодня очень сложно встретить человека, который едет вот так с томиком в руках. То, что люди не читают, это не проблема отдельно взятой нации, это проблема всего человечества. Как сделать так, чтобы люди читали? И нужно ли что-то делать для этого? Это уже отдельный вопрос. Другое дело, что у людей меняется ритм жизни. Они хотят получать информацию здесь и сейчас. Вот как раз телевидение, интернет и другие средства получения знаний как раз и приходят на помощь. Даже тем, кто любит классическую литературу. Тагир Афанде, давайте мы с вами послушаем Хасана Туфана. Истәлекләр генә калган мыни, сиратларны кишкән хисләрдә, әманәте калды ирәннәрнең, васияте калды. Может быть, в этом и есть спасение для национальной литературы. В последние годы аудиокниги приобретают все большую популярность. Такая книга не тяжелая, во всех смыслах этого слова. Файл уместится на флешке небольшого объема. Книгу можно прослушать по дороге домой, во время домашних занятий или отдыха. Можно дать послушать детям на ночь. Эффект, как уверяют специалисты, будет тот же, чтобы дети с малых лет могли слышать правильную татарскую речь. Борхан абзый ясту намазыннан соң һәр пәнҗешәмбедәге гадәтенчә намазлык өстендә килеш моңлы һәм карт тавыш белән кычкырып лә ястәви укый башлады. До конца этого года в Казани будут записаны аудиоматериалы на 162 часа. То есть можно слушать татарских авторов без остановки почти 7 суток напролет. 35 произведений 21 автора. На следующий год планируют записать 600 часов. Сюда войдут одни из самых любимых произведений татарских классиков. Скачать аудиокнигу можно на сайте татарского книжного издательства абсолютно бесплатно. Просто у этого проекта совсем другая миссия. Вот с музыкальным сопровождением. Сказку читает Ильдус Ахмаджан. Это мы сами здесь внутри у себя называем «золотые голоса». То есть Асхар Шакиров, Халим Джаляй, Дания Нуруллина. Это артисты театра Камала, Тинчурина, дикторы телевидения, то есть и радио в том числе. И тем самым біз татар тілін нешек яңғырағаны келешек буыннарға да қола тұрған еттіріп ясайбыз. Сүйінуімнің шегі жоқ. Нендей тезлік білен тарих тәгәрмеші әйлене. Его называли татарским Солженицыным. В советские годы его творчество подвергалось жесткой цензуре. Но его знаменитый роман «Я Газали Бердога» или «Давайте помолимся» о жизни в ГУЛАГе получил всенародное признание. Аяз Гилязов написал 40 пьес, 5 романов и десятки повестей. Это именно то наследие, которое вскоре увидит свет в новом исполнении. Вдова писателя Накия Гилязова надеется, что именно аудиокнига даст каждому возможность для нового прочтения. И, услышав один раз, захочется и книгу увидеть, потрогать и прочесть самому. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.